В этом видео будет рассмотрена регрессивная ассимиляция в удмуртском языке. Регрессивная ассимиляция – это уподобление предыдущего звука последующему. Вообще часто говорят, что в удмуртском языке произносится так же, как пишется. Но это не всегда так, и в этом видео мы как раз и рассмотрим исключения. Первый случай – уподобление предыдущего согласного по звонкости последующему. Например, «гоштыны» – написать. Здесь «ж» оглушается, превращается в «ш» перед «т». Не говорят «гожтыны», а «гоштыны». Но в слове «гожьяны» писать это конечная гласная звонкая корня восстанавливается. Гожьяны. Следующий пример. Быттыны – завершить. Здесь «д» перед «т» превращается в «т». Не говорят «быдтыны», а «быттыны» с двумя «т». Но в слове «быдес» целое это звонкое «д» восстанавливается перед гласной. Следующий случай. Переход зубных «т», «д» в палатальное «ч», «дж» перед «ч», «дж». Например, «кутчаны» – «обуть». Не произносится «кутчаны», а «кутчаны» с двумя «ч». Но «кут» – «лапать» с «т» на конце. Еще пример. «Гуджины» – «вырыть». Здесь «д» перед «дж» превращается в «дж». Не говорят «гуджины», а говорят «гуджины» с двумя «дж». Но в слове «гудыны» – «копать» «д» восстанавливается перед гласной «ы». Следующий случай. Твердый зубной «н» переходит в палатальное «н» под воздействием последующих палатальных. Объясню, что значит палатальные. При произнесении палатальных согласных средняя часть языка соприкасается с твердым небом, а у мягких она лишь приближается к твердому небу. Палатальные и мягкие согласные акустически похожи, но палатальные звучат как бы мягче. Примеры. Арганчи – гармонист. Здесь «н» перед «ч» становится палатальным. Арганчи, не арганчи. Следующий пример. Мунчо – баня. Не мунчо, а мунчо. Мы рассмотрели случаи в удмуртском языке, когда произношение не совпадает с написанием. Таких случаев немного. В удмуртском языке в подавляющем большинстве случаев как пишется, так и произносится.